Камиля Ваид, 19-летняя девушка, которая поделилась кадрами протестов Белой книги, начавшихся в Китае в результате пожара в Урумчи 24 ноября, осуждена по обвинению в экстремизме. 19-летняя Камиля Ваид была задержана в Атуше 12 декабря 2022 года на следующий день после возвращения домой из университета в провинции Хэнань Коммунистической партии Китая. С тех пор от нее не было вестей, но на прошлой неделе представитель Министерства иностранных дел Китая подтвердил журналу «Экономист», что Камиля была осуждена по обвинению в пропаганде экстремизма. Около 2 миллионов уйгуров пропали без вести. После многих лет исследований геноцида, совершенного Китаем против уйгуров, журналист Матиас Деллинджер написал книгу «Высокотехнологичный ГУЛАГ. Преступления Китая против правоприменения». По словам Деллинджера, чтобы сравнить то, что произошло в Восточном Туркестане с великими зверствами прошлого века, было бы достаточно взглянуть только на цифры. И в течение 2 лет с 2017 по 2019 год в этих лагерях содержалось около 2 миллионов человек, и о них больше ничего не было слышно, что составляет от 7 до 15% от общего числа уйгурского и казахского населения, что является огромной потерей. Деллинджер ясно дал понять, что в регионе произошел геноцид. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ответил на вопросы журналистов на ежедневной пресс-конференции. Что касается новостей о том, что Китай создаст на Кубе объект для подслушивания для слежки за Соединенными Штатами, Кирби сказал: «Попытка Китая получить некоторые возможности по сбору разведывательной информации на Кубе и, откровенно говоря, в других частях полушария, не новость». Кирби сказал, что они серьезно относятся к этой деятельности Китая и будут продолжать предпринимать шаги по снижению уязвимости в этом отношении. Около 20 членов Парламентской ассоциации Совета Европы недавно выступили с совместным заявлением, в котором призвали государства-члены Совета Европы найти способ положить конец геноциду уйгуров, а Парламентскую ассоциацию Совета Европы расследовать действия Китая. Как сообщает РФА, этот документ под названием «Прекращение геноцида уйгуров в Китае», предложенный в конце мая этого года, был подписан почти 20 депутатами из 11 стран, в том числе Украины и Литвы. Президент Палестины Махмуд Аббас посещает Пекин в то время, когда Китай наращивает свои экономические связи с Ближним Востоком и политическое влияние в регионе благодаря своим посредническим инициативам. Махмуд Аббас, который будет присутствовать на встречах в Китае 13-16 июня, приехал в Пекин утром, став первым арабским лидером, посетившим Китай в этом году. Ведутся работы по тушению лесного пожара, вспыхнувшего 8 июня в провинции Абай на востоке Казахстана. В Семейском лесу, расположенном в провинции Абай на востоке Казахстана, 8 июня произошел пожар, в результате которого погибли 14 работников лесного хозяйства, которые первыми отреагировали на пламя.